25 ноября в пятницу в 17:30 мы приглашаем всех жителей и гостей Камрата на премьерный показ спектакля «Последняя роль Анни». Это, будем так говорить, спектакль-эксперимент. Драма о последних годах жизни великой французской актрисы Анни Жирардо. Ее у нас люди более старшего поколения знают, потому что очень многие росли на ее фильмах. Спектакль поставлен по пьесе российского драматурга. Это женщина Анастасия Куницкая. Мне кажется, что настало время театру, театральному искусству в Гагаузии немножко расширить горизонты. Потому что театр – это не только то место, где можно прийти посмеяться, где можно посмотреть комедию. Театр – это то место, где можно о ком-то или о чем-то рассказать, кого-то заставить думать. И поэтому в театре имеет место быть, конечно же, и драма наряду с комедией. Хоть и спектакль о определенном человеке, об Анни Жирардо, в первую очередь я бы обозначил его как спектакль о женщине как таковой, о женском одиночестве, о женском страдании и, конечно же, о любви. Дело в том, что буквально недавно в одной из соцсетей вступил в некий спор с одним человеком. И он высказал такую идею, такую мысль, что мне неинтересно смотреть театр о театре, спектакль о ком-то. Зачем это нужно? Я хочу сказать, что это не спектакль о ком-то, это спектакль о жизни и о человеке. Несмотря на то, что главный персонаж это Анни Жирардо, очень многие могут узнать в этом образе себя. Надо жить, чтобы жить. Надо дорожить каждым своим днем. И все то, что предназначено в жизни, все то хорошее, что человек делает в жизни, он должен делать так, чтобы получать от этого максимальное удовольствие. Он должен играть ту главную роль, порученную господином режиссером. Это непосредственно реплика из пьесы. Очень много людей замыкаются в себе, уходят в себя. О многих людях просто-напросто забывают. Разве это не близко? По-моему, везде есть такие люди, неважно в каком городе, в какой стране ты живешь. Тема одиночества, и уж тем более тема любви, они актуальны всегда и везде. На сцене задействованы два актера. Они играют образы самой Анни Жирардо и ее русского помощника. Играют у нас ведущие актеры театра Марина Манжул и Михаил Резунец, знакомые камрадскому зрителю, да, в принципе, уже можно сказать не только камрадскому зрителю, по другим спектаклям. Спектакль, чтобы не раскрывать всю интригу спектакля, чтобы не раскрывать все то, что будет происходить на сцене, еще раз повторюсь, он немножко необычен. Можно даже сказать, это будет временами киноспектакль. Вот в таком плане. Времени было затрачено много, потому что у нас нет своего помещения. Мы делим сцену Дома культуры, репетиционное пространство с коллективами, с танцевальными коллективами. Мы делим это со всеми мероприятиями, которые проводятся в Камрате, в Гагаузии и вообще. А мероприятий за последнее время, вы сами знаете, было очень много. 3 раза нам пришлось переносить нашу премьеру из-за предвыборной кампании, потому что мы хотели это сделать в выходной день, но в преддверии выборов были запрещены всякие мероприятия в Доме культуры. Вот. Но основная проблема это, конечно, отсутствие собственного репетиционного пространства. Мы ждем учеников старших классов. Ну и, конечно же, взрослое поколение. Взрослое поколение, те, кто любят театр, даже те, кто не любит театр. Просто приглашаем уделить 1,5 часа своего времени для того, чтобы познакомиться с театром, те, кто еще не знаком. Женщин чуждых актерства
галстука не существует. Впрочем, утверждение, что каждая женщина по жизни актриса, она тоже неверная. Каждый мужчина в жизни тоже актер в той или иной мере. Все мы только и делаем, что играем. Только вот зачастую забываем, какую роль и в какой пьесе. Что же играете теперь вы, а они? Теперь я играю печальный итог своей бурной жизни. Только вот не понимаю, что привело меня в столь плачевное состояние. Закономерности природы таковы, что в любом случае мы сначала дети, потом мы молоды, и никто нас не страхует от старости. И когда мы стареем, становимся пожилыми, то смысл нашей жизни — это и есть, наверное, те люди, с которыми мы прожили эту жизнь. Это наши воспоминания, и если лишаешь себя воспоминаний, лишаешь себя своего прошлого, то иной раз кажется, что этот смысл исчезает. И нужно хвататься за все, что тебе поможет вспомнить, воскресить все то, что с тобой происходило, и жить этим. Вот. А так спектакль, на самом деле, он эмоционально очень сильный, и именно вот эти вот борьба эмоций, борьба прошлого с настоящим и предстоящим будущим, вот в этом есть некоторые сложности. Валерия, я вас умоляю, отвезите меня в Россию. А я вам обещаю, что я во всем буду вас слушаться. И я даже готова пить эти мерзкие, отвратительные лекарства. Мы попытались изучить ее биографию, мы учили, мы смотрели фильмы, мы документальные фильмы просмотрели. Но я не хочу сказать, что я полностью стараюсь вжиться в ее образ, вжиться в ту роль и играть полностью Ани Жирардо. Нет. Некоторые моменты из своей жизни я тоже, да, я еще не пожилой человек, но некоторые моменты, которые я могу вспомнить, которые мне помогают вжиться в образ, я, конечно же, беру из своей жизни. Играть я могу. Я ведь актриса. Это еще единственное, что я могу в этой жизни.